День рождения Олжаса Марковича. И великолепный дар, который он преподнес нашей читательской общественности. Он высоко просветительский, да. Но Олжекем он изначально, вы знаете, вот, бывает, ну, скажем, достаточно плоское просветительство, а бывает просвещение умов, сознания, воли, если хотите, народа, значит, тому, чтобы в гордом самостоянии на этой земле быть. И вот все, что делает Олжекем с самого начала, это, конечно, высокое просвещение. Бірде саған қазақша сөйлейді. Шаршады. Енді орысша сөйлейді. Әлбетте істі. Бізде мынадай бір достарымыздың арамызда түсінік бар. Орыс тілінде сөйлеседі. Орысша сөйлеседі, онда орыс болып кеткеніміз. Дұрыс. Muratcan o hazır Kazak dilini жақсы біледі. Дорогие друзья, вот я с 10 часов в Аграрном университете, там есть такой институт гуманитарного воспитания Сулейменова. Вот. Это единственный университет, в котором есть такое подразделение гуманитарного воспитания. Потому что аграрии, уезжая в аулы, они понесут культуру, вот, которую питают в себя вот, во время обучения на университетских курсах. И я несколько раз бывал на этих встречах, вот, а вот в этот раз я уже успел сформулировать, то есть они раньше сформулировали задачу этого самого института и моего участия. Вот, называется модель воспитания мировоззрения на примере какой-то личности, в данном случае Сулейменова. Написать книгу, небольшую книгу, такого же формата, как вот сейчас Сафары выпускает, и тоже недорогую, внешне, материально недорогую, но внутренне подороже. Вот. Кодекс чести и морали молодого человека, я их назвал так, Олжасов. Потому что Олжас переводит, уже, конечно, вульгарно переводит, он молодой. На самом деле происхождение другое у этого имени. Но Олжас, он молодой. Это каждый студент, по сути дела, Олжас. Вот. И кодекс чести, морали, знания Олжасов, вот я хочу изложить на своем опыте. Как меня учили? С детства улица учила, школа учила, мать учила, родственники, друзья, потом комсомол, партия, университет и так далее. От чего меня заставляли отказаться в последние 20 лет перестройки? От того, что от идеологии. Нас как воспитали? Сначала думай о людях, о народе, о государстве, а потом о себе. Вот, если останется время и силы. Время капитализма, объявленное, заставляет пересмотреть на 180 градусов, повернуться. Сначала думая о себе, о своем успехе. А потом, если останется что-то там у тебя, что может достаться народу,
и общим задачам. С этим я категорически не согласен. Вот с этим капиталистической идеологией. Вот. И с этим не согласны не только я. Я чувствую, как нарастает гнев вообще на этой шестой части земного шара. Вот. Значит, мы что-то упустили. И я сегодня смотрел в зал, где сидели 20-летние студенты, которые родились уже в новое время. В то время, когда разрушались аулы, когда мы пережили вторую революцию аграрную. Первая была коллективизация, трагическая революция. Вторая – деколлективизация. В начале 90-х годов, когда мы практически потеряли в России, село потерялось, и мы потеряли в основном село, аулы. Вот, не подумав, ринулись в капитализм, не понимая, что это значит. Не поняв, что такое социализм, кинулись в капитализм. И вот сейчас, через 20 лет, мы беремся за голову. Беремся за это поколение растерянное, оно не знает, что делать, как. Я им сказал, когда за вас борются там сейчас разные силы, оппозиция, не оппозиция, нам не важно, с кем вы будете, не важно с кем, кем вы будете, вот это важно. Современный молодой человек должен быть и с идеологией, он должен быть и физически, и морально, и честно крепок. Вот, и все это должно работать одно другому помогая. Вот, и книга, безусловно, должна их сопровождать. Я им одной написал, она попросила пожелания. Я ей написал: читайте, побольше читайте. Вот. И я бы написал это каждой девушке и каждому мальчику сейчас, потому что тот, кто не прочитал классику, а классику обязательно надо читать в юности. Потом уже будет поздно, потом это как сериалы смотрят, уже не с таким интересом и не с такой пользой. Классику надо погружать в себя, ну, начиная с 10 лет, по крайней мере. Вот я помню, я прочел 12 томов Толстого в 4 классе. Льва Николаевича, потому что других книг не было у нас дома, кроме Толстого. Поступила такая подписка какая-то, первая подписка Толстого в дом. Вот, и я вынужден был читать, но я увлек весь зал, весь свой класс Толстым, и весь класс наш читал, 4-й, там, я не знаю, 5-й класс. Прошел под знаком Толстого, и когда я выступал в Москве на съезде кинематографистов, я сказал, что давайте, товарищи кинематографисты, не будем экранизировать классику. Классику надо читать. Вот. А вот «Война и мир», Анна Каренина – это один из вариантов прочтения всего лишь, а его вы тиражируете миллионными тиражами, внедряете свое видение Толстого. А я хочу сам его увидеть. И каждый читающий своего Толстого или любого классика сам создает в своем воображении вот только через чтение. И вот сейчас я и в школе, в 28-й школе позавчера, или когда я выступал, которую я сам закончил, и они меня пригласили, школа Маншук Маметовой.
тоже посоветовал, давайте, читайте, заставляйте читать детей, начиная с 4 класса, классику. Только тогда из них будут нормальные, развитые, умственно развитые люди. Потому что не обязательно, вот скажем, когда Моисеева, академика, математика, спросили, ну вот что нужно сделать, чтобы в школах люди лучше усваивали физику? Он сказал, надо увеличить число уроков литературы. И в этом есть логика, потому что базис закладывает все-таки литература. Воображение, сознание, там я не знаю, что еще есть, что еще помещается. Фундамент культуры создается литературой, а потом уже может там и физика поселиться, и химия, и математика, и все что угодно. А если начинать сразу только с физики, а там пустота, не на что опереться, нет фундамента, нет почвы, куда корни эта физика может пустить и развиться. Вот. И вот это надо, приходится, вот это сейчас говорить. Упустили этот момент. Поэтому совершенно в вузах многие, так сказать, не могут студенты, вот мне один профессор рассказывал, я говорю, ну давай про Америку что-нибудь, или сначала про Индию. Ничего не знаем. Я говорю, ну что вот тут? В Индии, мы в России, что мы покупаем в Индии? Ну что мы каждое утро пьем? Он говорит, неужели рассол покупаем? Вот как. Вот это уровень знаний нынешних студентов. Понимаешь? Он-то по утрам рассол пьет. Неужели рассол? Какие студенты. Вот, поэтому мы проводим такие встречи ежегодно, именно в этом зале, именно в библиотеке. Мы могли бы в ресторане где-нибудь собираться или еще где-нибудь. А вот нас тянет в это священное здание, в этот зал. Дүниежүзіндегі мынау 250-дей жылқы тұқымы бар екен, 65 миллион жылқы осы біздің қазақ жерінен, қазақ даласынан тараған ғой. Ал енді осы кітаптардың керемет өлмейтін өмірі басталды, сол құтты болсын. Мне довелось в одном институте мировой литературы, в разные годы, правда, в отделе теории литературы, он очень крупный теоретик литературы. Это лучший знаток иранской поэзии языка фарси. В Иране, я думаю, Алжеке, вы, наверное, тоже имели такую возможность, там профессура Ирана, иранских университетов приглашает его постоянно для чтения лекций на фарси, для того, чтобы нынешних иранцев научить настоящему фарси. Вот такой друг Олжас Омарович. Qimmatli xonimlar, narsalar, o'qib bo'lib kelganlaringizga ulkan rahmat. Дорогие друзья, сегодня очень важный и для меня, и для нашего издательства, издательства Олжаса Омаровича Сулейменова день, потому что больше года назад Олжас Омарович учредил издательский дом, который называется «Библиотека Олжаса». Знаете, есть такие выражения, как библиотека Борхеса, библиотека Гессе. Я эти дни давал интервью, будет опубликовано, почему так называется. Собственно говоря, это был еще один из поступок, который Олжас Омарович в своей жизни, вся жизнь его, это сплошное
поступок, потому что он, по сути дела, сейчас мы издаем казахскую классику, лучшие образцы казахской классики, потому что приобщение к мировой культуре, к мировой литературе должен быть естественно, через родная литература казахов. И поэтому привлекали мы специалистов из Института литературы, консультанты мои, вот мои друзья, писатели. Конечно, у нас есть издательский совет, постоянный консультант Мурат Мухтарович Авезов. Я ему очень благодарен. Я бы хотел, чтобы мы все приветствовали Мурата Мухтаровича Авезова за его поддержку постоянную. Вот. Союзу писателей во главе Уразалин Нурлан Ага. Мой брат здесь вот сидит, Улугбек Исдулет, Дидар Амантай, замечательный писатель. Все они являются членами редакционного совета. И я надеюсь, что мы будем делать хорошее дело, достойное имя великого поэта и мыслителя, который будет, наверное, оценен через многие столетия. Потому что я убежден, что то, что делал Олжас Омарович, не знает тления, это вечно. И поэтому вот я не хочу отнимать у вас времени. Мы выпустили 40 книг. И здесь совершенно правильно Мурат Мухтарович говорил о том, что не только литература, но есть и много философские произведения. Мы все это намерены делать, но без помощи, без поддержки вашей, без поддержки это невозможно. Поэтому мы начали с казахской литературы и очень надеемся, что будем издавать лучшие образцы мировой литературы и мировую культуру в целом. Не хочу отнимать у вас времени, потому что я знаю, что большинство из вас здесь находится только потому, чтобы услышать Олжаса Омаровича. Я надеюсь, что он будет читать свои прекрасные стихи, и мы будем наслаждаться еще много лет назад. Я надеюсь, что каждый год в это время, в этот день будем презентовать новые издания, издательства библиотека Олжаса. Спасибо вам. Аналардың атынан, алыстан елін, жерін сағырып білген ағасына қарындасы сәлем берген болу керек жаңа. Иіліп сәлем берді. Солай деп қабылдаңыздар. Шаларға рахмет. Шаларға рахмет. Бүгін шынында да біздің всем понятно, перевод не следует, по-моему. Ол жеке 18 мамыр қазақтың рухани кеңістігінде бір ерекше күн. Біз үйреніп қалдық бұл күнде. Сіз Парижде жүресіз бе? Әлде Мәскеуде боласыз ба? Мына ұлттық кітапхана, содан кейін осы құрамда дәл осы құрамда болмағанмен жаңғырып, толығып, өзгеріп, сөйтіп отыратын құрамда қазақтың оқырманы, Олжастың табынушылары дейтін құрамда жыл сайын. Рахмет eyleyin. Дұрыс бар. Сейчас одну секундочку. Не надо, одну секундочку. Я знаю, я уже удивлен. Пожалуйста. Да. Так, значит, Абайдың өлді деуге бола ма? Мен қателесем кешіресіңдер, өйткені мен де сол келе жатырмын ғой бұл түрге. Өлді деуге бола ма? Ойлаңдаршы, артынан өлмейтін сөз қалдырған. Қарай. Өлмейтін артынан сөз қалдырған. Дұрыс, ал енді қазір неде чисто прудный бульвар, біздің елшіліктің қасында.
Сонда вот Абайдың ескерші өзіңіз білесіз, Тимур Сулейменов автор этой площадки, очень удобный для оппозиции. Так что, если что-то да. Марат Айнеков, скульптор замечательный, так посадил Абая, что запросто на коленки забирается ему. Но правда Гачев тогда на открытии, он замечательно сказал об этом памятнике. Он говорит, пожалуй, единственный памятник в Москве, Георгий Гачев, он же все это знает хорошо, который не отчужден от человека, он не поднят на этот пьедестал и высокий и так далее. Какой-то приземленный, к человеку приближенный памятник. Поэтому вот метущиеся, значит, души, значит, новой оппозиции российской, такая, наверное, там они не случайно нашли приют для себя. Там у него вот она Абайдың сөзін орысша аударғанда, я свой вариант, естественно, он такой ущербный, но надо было коротко, на камне, лапидарным стилем, я это сделал так. Вечен Творец бессмертного слова. Да, и вот Абай это подтвердил, посмотрите так, в общем, да. Ведь те, кто там собрался, мы можем осуждать, я даже не очень знаю, что политические программы Навального и так далее, но это ищущие люди. Сейчас весна, они ищут свободы, романтиков очень много. И они не варвары, это не скинхеды, это не фашисты, так вот, они пришли и стали читать Абая, цитировать его. И причем это долго делалось такое. И вот вот Абай, я абсолютно убежден, что Абай, они удивляются, говорят, Абай, при том еще несовершенном переводе на русский язык. Но мощь Абая, вот это он сам Абай себе, конечно, сказал, он вечен, он творец бессмертного слова. Олжас Самаш, вот здесь, в этом зале, ответственно, я здесь работал несколько лет, ответственно, вы тоже творец бессмертного слова. И вы в этом, да, вечен. И вот, ну, как оно происходит, так, как оно, я не для того, чтобы комплементарность, так, а вообще все же, есть ли какой-нибудь, вообще, ну, я не знаю, внутренний настрой, как оно сотворяется, вот здесь Дюсимбек Накипов, наверное, может знать вообще, как сотворяется вечное слово, так, вечное, то, что вот, значит, во времени, осында көп қой, так, может, об этом думают, не думают, но как в итоге получается, вот посмотрите, мы здесь сидим, так, да, там, и с вами, вот с нами вместе, так, Создатель, Творец вечной ценности слова. Правильно так, в общем, да? Вот что такое Олжас Омарович такой. Это не только ко дню рождения, естественно, мы говорим. Все это зная, чувствуя вас, вот сегодня народ и пришел к вам. Вообще, есть секрет создания бессмертного слова? Ну, этот секрет сейчас, как выяснилось, узнал Тимур Сулейменов. Его теперь можно называть Тимур Навальный Сулейменов. Все вопросы к нему. Здесь записок. Начнем отвечать? Давайте будем такой микс. Да? Так, ну, здесь вот слова Анатолия Носкова, шахматиста, мастера спорта, с которым я же, кроме всех тех званий, давайте, если он есть. Да, но он, как всегда, не заметен, замаскировался где-то, но записка есть, значит, есть он. Вот, как влияет, шахматы влияют на творчество. Влияет ваше увлечение шахматной игрой на творчество вообще и на вашу общественную, дипломатическую деятельность. Вот. Шахматы так же, как и классика. Это в одном ряду. Они развивают тот самый аппарат, который называется мыслительный аппарат, без чего нам трудно заниматься всякими другими делами. Вот, шахматы, на самом деле, я очень люблю, с детства люблю. Профессионалом я не был, но председателем шахматной федерации немножко побыл. А сейчас даже почетный председатель. Я уже, по-моему, в нескольких местах почетный председатель, в том числе и в шахматах. Вот. Поэтому я люблю. Вчера только я, по-моему, мат поставила Майдану. Где он находится?
Вот он, вот он. Было, Майдан, было. Был. Ну, мат не в том смысле мат, не в тимуровском смысле мат. Объясните, пожалуйста, мне и народу вот такой масштаб. Почему так близки, сходны тюркские, германские, скандинавские руны? Но это вопрос для конференции, понимаете, большой научной конференции. Завтра, кстати, в Казгу, ну, он по-другому называется сейчас. Казну как-то. Да. Ну вот это непонятно мне это переназвание Казну. Что такое? Махну. Вот сегодня вот Нурлан произнес и ушел. Произнес и ушел. Мамр, Майя, Ая. Вот это слово я тоже очень не люблю. Мамр. Я думаю, почему турки называют май маем, азербайджанцы называют маем, татары май, всюду май, нежное, хорошее слово, похожее на мак, похоже на май, масло, или на персидское май, вино, вот. А мамр это или февраль надо было назвать, или декабрь какой-нибудь морозный очень такой. И я однажды поздравлял Тохаева, кстати, у него вчера день рождения, 17-го. И я из Парижа ему прислал, тогда он руководил Сенатом, прислал телеграмму короткую. Хасам Жомар, помни, что мы с тобой майские, а не мамырские. Вот. И он не удержался и зачитал перед всем Сенатом вот эту мою записочку. Вот. Поэтому я избегаю этого слова «мамр». Вот. И обращаюсь к лингвистам, тем, которые занимаются вот, в терминком, который очень много новых слов вводит, заменяя старые привычные слова, иногда не бессмысленно заменяя, не нужно. Ну вот как это, до сих пор это фортепиано или там пианино, күй сандығы, сундук күй. Ну как это так? Никак не могу это воспринимать. Или волейбол сейчас назвали колдоба, ручной мяч. Но есть же гандбол, ручной мяч. Это другой вид спорта. Поэтому лингвистам надо немножко заниматься и тем, и гандболом, и волейболом, чтобы не путать эти понятия. Вот. А вот насчет рун, это очень интересная тема, которой я занимаюсь действительно 40 лет, больше 40 лет. Вот. И 1001 слово, которое я обещал 40 лет назад, и еще не закончил. Некоторые думают, что язык письма это и есть 1001 слово. Нет, язык письма это только предтеча, это подготовка, так же как тюрки в доистории, так же как и все другие, улыбка Бога и прочее. Эти книги малоизвестные, намеренно я их не пропагандирую, я просто испытываю тему, добавляю что-то. А вот сейчас в этом году, надеюсь опубликовать уже очень приближенную к 1001 слову работу, где будут и скандинавские руны, прочтение скандинавских рун уже. Заявка была в языке письма, скандинавские руны.
про скандинавские руны. Недавно я летал в Италию, чтобы проверить там схожесть скандинавских рун и этрусских надписей. Очень близко на самом деле тюркские и шумерские иероглифы. Но это тема большого отдельного разговора, и обязательно надо его не на слух воспринимать, этот разговор, а зрительно, читать, то есть. Я такое удовольствие, надеюсь, себе и вам доставлю со временем. Спасибо. Я следующее слово хочу предоставить Тогжанову Ауэльбеку. Он представляет исполнительный директор Альянс банка. При этом я, конечно же, так уже, вы тоже уже наученные горьким опытом современного бытия литературы. Конечно, сколько вот Сафар сможет издавать вообще не приносящих ни копейки прибыли. Да, вот эти чудные книги, абсолютно совершенные с точки зрения отбора литературы, исполнения, дизайна и так далее, такие нужные народу. Я очень надеюсь, я, может быть, вы совсем другой целью, так сказать. Салмақ деп көрмейді, просто жалпы сен арқылы, жалпы бизнес қалталы адамдарға сол үндеу ғой менің айтып отырғаным. Мұрат аға, құрметті Олжас аға, біз құрметтейміз бүгін сізді мынау бүкіл елмен бірге. Сізге зор денсаулық тілейміз, ең бірінші. Сіздің мынау үлкен биіктен көрінетін өзіңіздің сондай үлкен сапаңыз көбейе берсін әрқашанда да. Мен жас кезімде, студент кезімде Мәскеуде сіздің Азиядан бастаған оқып. Содан кейін мен көп оқыдым. Қазір енді біз сіздермен бірге жұмыс істеп жатырмыз, біраз қолдан келген көмекті жасап жатырмыз. Енді мен өзімнің әріптестерімнің атынан, өзімнің атынан, біздің төрағаның атынан Мақсат Қабашевты білесіз, танисыз. Әдейі келіп сізді құттықтай деп отырмын. Уважаемые друзья, почитатели поэзии и творчества Олжаса Омаровича, я присоединяюсь ко всем сегодняшним пожеланиям и хотел бы пожелать крепкого здоровья и творческих успехов нашему уважаемому Олжике. Это человек и гордость нации, это человек мира, который вознес и несет знамя нашего независимого Казахстана во всей вселенной. И сегодня те слова, которые сегодня он говорил и обсуждал на кафедре, там, в аграрном университете, это, наверное, большая программа, которая должна сегодня быть понята и воспринята, значит, всеми нами, обществом в целом и государством в развитии тех целей, задач, которые сегодня были озвучены. Это, наверное, идеология и воспитание молодого поколения именно на книгах. Мы все выросли на этом. И сегодня я буквально позавчера разговаривал с молодым человеком, который изучает иностранный язык. И он говорит, мне сложно, я фильмы смотрю, он за рубежом, фильмы смотрю, говорит, но все равно восприятия нет. Нужно, говорит, читать. И он сам дошел до этого. Когда читаешь и поглощаешься, ты начинаешь понимать. Язык – это культура, и это все мы понимаем. Поэтому я еще раз хочу присоединиться ко всем пожеланиям, горячо и сердечно поздравить вас с днем рождения, пожелать еще многие лета, и чтобы ваше творчество всегда было на высоте. И позвольте просто скромный подарок, чтобы ваше творчество было всегда, увлекало вас, и вы были не один, всегда за чашкой чая с вашими партнерами или там соратниками объясняли, откуда, что такое Индия, что такое индийский чай, к примеру, да, пили за чашкой чая. Главнейшее,
Мен енді қазақша сөзді талдасам, тағы сол қателестім деп мына қазақтарымыз шығады деді. Но бірақ ана кемеңгер деген сөздің қандай терең биік мағынасы бар енді. Нағыз кемеңгер 8 қырлы бір сырлы сол болу керек. Бір сыры бар, үлкен сыры, халқына, еліне, жеріне сол берілгендігі. Қандай жағдай болмаса да, оған сол көптеген қару бар, кемінде 8 қару бар, солай болу керек. Ол жекең нағыз, ол сол ол жекең нағыз не себептен кемеңгер деп отырғаны. Потому что кемеңгер в словаре переводит как гений. Я ужасно говорю, кемеңгер это гений, он говорит, гений же это данышпан. Но данышпан, по-моему, есть различия. Данышпан... Нет, кемеңгер лучше. Кемеңгер больше, потому что данышпан, он может быть данышпаном в биологии, физике, там где-то еще, да, такой гений. А кемеңгер он убирает все, 8 крыла. Он канат. Правильно я толкую или нет? Ой, молодец. Ну, так вот, он же кем, то 8 крыла. Вот, и одна из таких великих граней его составляющей, она исходит из единой сути. Это, конечно, антиядерное движение Невада-Семипалатинск. Здесь присутствует очень много джигитов этого движения, да и, по-моему, все, кто здесь был, принимали участие вот в этом движении. Давайте друг друга поприветствуем нашего лидера Олжаса. Вот, Алыстан семейден Султан Хартоев келді. Значит, Султан, а потом Дюсенбек, я просил бы тебя подготовиться, потому что ты эти огни там готовил в этом самом. Ну, подготовься, как сказать. Иначе бы и не разрушил бы там этот полигон. Уважаемый Алжас Омарович, уважаемый Мурат Мухтарович, уважаемые друзья, дорогие земляки, я родился и вырос в народе Султан Махмуд Турайгырова, Алжаса Омаровича Сулейменова, Всеволода Иванова, Джая Муса Сатпаева. Живу, работаю и состоялся на родине Абая, Шакарима, Мухтар Ауэзова, наконец на родине Мурата Мухтаровича. И хотелось бы мне, уважаемый Олжике, передать вам привет с 2 регионов, Восточно-Казахстанской области и Павлодарской, регионов вам дорогих и близких, и поблагодарить вас от имени моих земляков. Что касается вашей литературной деятельности, нашей дружбе около 40 лет, я воспитывался на трудах многих классов казахской литературы, и прежде всего Мухтара Ауэзова «Путь Абая» и вашей книги «Азия». Мне было совсем немного в 1975 году. Я только заканчивал Павлодарский индустриальный институт. Мы зачитывали в середине 70-х годов, прятали эту книгу, передавали друг другу и учились у вас любить Родину, учились патриотизму, учились тому, как надо быть честным и не кривить своей совестью. Огромное вам спасибо за нравственные уроки. Что касается многонационального народа Казахстана, я представитель многонационального народа Казахстана, репрессированного народа. В моей семье 12 национальностей. В крови моих детей течет 5 национальностей. И огромное вам спасибо за пропаганду идей межнационального согласия. Эта тема находит должное место и воплощение в вашем творчестве. Чего стоит ваша знаменитая поэма «Казахстан, прости меня, немец, прости меня, ингуш, что вас в вагоне Заки привезли в Казахстан. Казахстанская земля теплом, сердцем, радушием, хлебом, уютом сохранилась, согрела моих родителей. Здесь я состоялся, здесь я родился, здесь я воспитывался в любви к казахскому народу, умному, гуманному и щедрому. Спасибо вам и за эти уроки от моего ингушского народа. Что касается вашей деятельности патриотической в борьбе за безъядерный мир, сегодня весь мир изучает казахстанский путь в безъядерный мир, восхищается и удивляется народу Казахстана, который сделал то, что не под силам великим странам, таким как Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, Англия, Франция, клубам ядерного. И мы были свидетелями на Вашингтонском саммите антиядерном 10-м и особенно 12-м Сеульском,
когда наш президент, наш Казахстан был в триумфе. Рядом с президентом России, президентом Соединенных Штатов стоял гордо наш президент. Я благодарен вам за вашу патриотическую статью в газете «Казахстанская правда» от 25 апреля, когда вы говорите «Мы были вместе». Вы говорите «Казахстан, Назарбаев» – это символ, это бренд Казахстана, это бренд вклада нашего народа, роли движения Невада Симпалач, выдающиеся роли вашей. Вы рядом с президентом, вы помогли нашему народу избавиться от ядерного безумия, сохранить безъядерный и светлый мир на нашей земле и на всем мире под названием Земля. И мне бы хотелось, какой бы праздник без подарков не бывает, мне бы хотелось, Олжас Омарович, вручить вам книгу, которая на днях вышла в городе Семее, которая созвучна книге Ильяса Исенберлина «Кочевники». В этой книге под названием «Ад и я», созвучной вашей книге «Азия», прослеживается путь развития человечества от Чингисхана до современности. Отмечена выдающаяся роль президентов Назарбаева, Путина, Обамы, Медведева, ваша выдающаяся роль в сохранении мира. Мы сохранили мир под названием «Рай», а могли оказаться в аду, если восторжествовала бы идея военно-промышленного комплекса СССР бывшего и милитаризма. Огромное вам спасибо, и позвольте мне вручить сигнальный экземпляр. Кстати, эти экземпляры подписаны только президентом государств и вам в том числе. И это не все. В этом году, 15 мая, исполняется 20 лет со дня подписания исторического указа президента страны. Той идеи, о которой вы говорили, реализация идей военного атома в мирных целях, создание национального ядерного центра. И вот 15 мая нынешнего года выпущена юбилейная медаль, которой пока никто не награждался. Вы первый, который получите эту медаль. И последнее. В прошлом году исполнилось 20 лет со дня закрытия ядерного полигона. Общественное объединение международное и республиканское «Солдаты особого риска» выпустили особый знак 20 лет закрытия ядерного полигона. Позвольте мне вот эти две медали и книги вручить вам и поблагодарить за все, что вы делаете. И надеюсь, главная победа, торжество идей безъядерного мира рано или поздно восторжует, и мы будем свидетелями этого триумфа. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Ты мне, одну секундочку, ты мне разрешишь небольшую такую, в общем, да, вольность. Я сейчас исключить, вообще уникальное событие сейчас может произойти. Сейчас вот тоже случай. Значит, Олжас Омарович, по-моему, это... Енді мына қыздарды қарашы так, в общем, олар біледі, бұларға сол билігіміз өтпейді, в общем, сөзді айта беріңдер айна. Я хотела вас поздравить с сегодняшним днем рождения, пожелать вам всех благ и подарить вам эти прекрасные цветы от моего имени, от моего дяди, Абдраима Бахаджана. И хотела спеть вам песню «Казах Фальсес». О! Да. Бақытқа бөленеміз сауық назға, бақыт нұрға оранса жер аспан, біздің жырда бір жырға ұласқан, махаббатты жырлаймыз біз жастар, жастар, жастар. Өзіңді көп жасайын алайын, бақытты бол.
Олжас Омарович, ну вот я хочу сказать, да, вот именно это я и хочу сделать. Монтай Да, даже смотрит. да нет, он уже у него грозно, так сказать. в Он общем, давно да. ищет Тохал. Тут Амантай қажы, беделді азаматымыз, мықты, жеке батыр, қазақта жеке батыр дейтін ұғым бар ғой. Соған идет там Ермакова, в общем, да, там все существенный значит, вклад в антиядерное движение. В общем, у него очень много достоинств, но он все время вынужден вырывать почему-то слово. Я хочу сегодня сделать необычное. Я официально предлагаю, очень вежливо такое, предлагаю Амантаю сказать слово. Значит, жылып алатын қажеттігі жоқ. Вот тебе сейчас не придется вырывать у меня слово тогда себе. Просто спокойно, қай жерге барасың, мына жаққа бері шығасың ба, сол жақтан айтасың ба, әудеш деп. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد لأصحابنا أجمعين صدق الله وجيه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر O Kazak'ım, elim şerim, Kazakistan'ım, ben İslam'дағы Müslümanlarım. Бүгін ұлы жұма күні. Айта берсек әңгіме көп. Мен осы орысшада айтам. Ол жекем Алладан берген қазақ халқына тәбәрік. Мен ол жекеңе бағынбаймын, айналайын, ашық айтайын. Мен президентке бағынбаймын. Президент маған талай сәлем берді, аман болсын. Мен бұны неге айтам? Мен мына Құран, Ислам, оны қажы болғаны кейін айтып отырып, бұл маған парыз. Ол жекен Алладан қазақ халқына жіберген үлкен тәбәрік. Осындай орта сағамыз, маған аға, әрбізге аға, ол аға деген ол емес. Ол жеке жасай беріңіз. Мен сенем, алдыда тұрайын, ол жекен өмір ұзақ болады. Бізге тек беру керек, иманды жүру керек. Қазағым, елім жерім Қазақстан жазасы, Мафекаров жазасы, Аттағы Қазақстан жазасы, ол жазына қатты. Ол жегенде қазақша, кейде қазақша сөйлеген әрі, шын ауырды. Өзім айтам, саған айтам, мен түргет кеткен машын айттым. Қарапалау председатель, каждый председатель. Пожалуйста, давай-ка, обручите. Енді мен шапар председатель. Вот здравствуй, казахский шапар. Ассалам алейкум. Да. Адamda жүріп, оқыма береді ғой, қалпы ұрамын. Следующий. Так, аяқты қашпайды.
Хорошего не бывает слишком много. Да, Олжеке, вот тебе фотография. Пожалуйста, считайте меня. Я не думаю, что это цветой. Застой, вот это да. Ағалдың Қазақстан жерлесі. Аллаху акбар, Аумин, аумин, аумин. Рахмет. Ал енді дүйсеке, өзің бір екеуіз қалай сөз сүрегің келе ме деп? А? Нет? Нормально. Очень хорошо. Тогда, вот я вообще, честно говоря, дүйсекеңе сеніп, жасап отырмын ғой деп. Он как чувствует ситуацию? Вот когда полигонда, Шыңғыстауда, Қарауылда разжигали эти огни, и все это готовилось, большая акция. Дүйсенбек там, конечно, грандиозную роль сыграл. С этим режиссерским видели сегодня. О, ты смотри, два мира каких, а, несовместимые. Нет, только не странно. Да. Хорошо. Құрметті достарым, мәртебелі Олжеке, әрине, мен баяғыда түсініп отырмын, нағыз ақын жерге жай келмейді. Тек қана қилы замандарда, әбден ер қиналғанда, сонда үлкен ақын жерге келеді екен. Сондай ақынның арасында әрине біздің Олжеке, ол бірінші. 61 жылдан бері өзім бала болып, ауылдан шығып, Мәскеудің бір оқына барғанда, сол кездерден Олжекемен оқып жүрмін. Бірден менен болса, мүмкін азамат болсам да, мүмкін ақын болсам да, бәрі сол жолды іздесеңдер, бәрі ізі Олжекеңдер. Көбі сондай деп мен ойлаймын. Ну, для того, чтобы перейти к тому, что всегда вызывает Мурат Мухтарович, к чему вызывает сам Олжас Умарович, восхваление абсолютно уместно в этот день. Но я знаю, что Олжас Умарович зря не говорите. Вот те впечатления, которые он сегодня из аграрного университета вынес, а мы уже, как ветераны движения Невада семей, привыкли подхватывать абсолютно, скажем, актуальные, очень продуктивные идеи. Вот одна из этих идей, я думаю, это возрождение книги, вернуть читающего человека к нам. И скажу очень коротко, если бы нам была дана возможность каждый год, вот начиная вот с этого года, ко дню дня рождения Олжаса Умаровича, готовится особенным образом программа действий. А программа только что озвучена. Программа очень простая. Начиная прямо с 10 мая, неделя у нас гвардейцы умеют, и молодежь мы научим, чтобы мы провели кампанию «Мы народ книги». Если существует уже политический лозунг «Мы народ Казахстана», следом за ним должен идти лозунг «Мы народ книги». И тогда 18 мая в этой же библиотеке по всей стране мы можем проводить эту крупнейшую акцию, чтобы не думали, что мы просто народ, пасущий баранов или пасущий лошадей одновременно едящих. Мы народ книги. И это возвращение к книге, именно идущее от нас в эпоху интернета и прочих технологий, я не против. Думаю, это будет уместно и вполне достойно Олжаса Умаровича. Спасибо. Құрметті Олжас Умарович, құрметті Мурат Мухтарович, құрметті мырзалар, қыздар, жігіттер, ассаламу алейкум. Я хочу сегодня от лица Русской Православной Церкви поздравить нашего именинника. Сегодня 140-летие возникновения на земле Семиречья Туркестанской Семиреченской епархии православной. И митрополит Александр, его высокопреосвященство, сегодня отмечает свое 55-летие и поздравляет также нашего дорогого именинника с его днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, богатого дастархана, голубого неба. Желает ему, чтобы Господь как слышал, так и слышал всегда до конца дней его голос в этом мире. Когда-то пролетарский
вождь, сказал такие слова: какая глыба, какое матерое человечище. Вот. Я считаю, что эти слова полностью соответствуют нашему имениннику, нашему дорогому Алжасу Сулейменову, которого я знаю с 1975 года, с факультета журналистики Казахского государственного университета, когда он буквально всех нас потряс своей книгой «Азия». Алжас Омарович является советником Координационного совета русских, славянских и казачьих организаций по международной культуре, этнофилософии казахского народа. Мы очень благодарны ему за ту поддержку, которую он оказывает нашей общественной организации. Мы присоединяемся сегодня к тем добрым словам, которые сказаны были в его адрес, и желаем ему еще раз того, что нельзя купить в жизни за деньги. В жизни за деньги нельзя купить любовь близких тебе людей и крепкого здоровья. Вот чтобы этой ипостаси у нашего именинника было в избытке. Люба, братья! Ко Дню Победы мы изготовили и утвердили орден Колпаковского. Это устроитель Семиречья. 140 лет назад казаки Семиречья стали плечом к плечу с казахами на этой земле. Отразили набеги каканских, бухарских и хивинских ханов. Отрубили лапы желтому дракону. И сегодняшний суверенный Казахстан – это плод совместных усилий двух братских народов, казаков и казахов. И, как сказал наш президент, нас отличает только небольшая такая закавычка на букве «К». Но это уже выдумка советского времени. А так мы и в 1945 году стояли плечом к плечу. В рядах Панфиловской дивизии воевали 50% казахов и семиреченских казаков, опираясь спиной на Кремлевскую стену. Клочков и Бауыржан Мамышулы, Сагадат Нурмагомбетов и генерал Карбышев. Вот те герои, которые сегодня ведут нас в будущее. Разрешите вручить мне орден Колпаковского нашему дорогому и уважаемому имениннику. Наградное свидетельство за укрепление межгосударственных отношений, мира и согласия на просторах Евразии, уважение и поддержку русской, казачьей и славянской культуры. Союз казачьих общественных объединений Казахстана награждает Сулейменова Алжаса Омаровича орденом Колпаковского 150 лет победы под селом Узунагаш. Верховный атаман Юзахаров. Еще раз. Это тоже отдашь? Конечно. Собираются реки, не страшны
шұғылалы жырлар сыйлап жолға саған, жандар бар жақсылығын мол жасаған, жарқырап қарсы алады қайда барсам, сүмбіле жұлдызындай ол жасаған. Сиқырлап алған ерте сананаған, өлең кім асылға баламаған, сүйсініп шабыттанып Москвада оқыды украиналық Самия маған. Тудырған оны біздің дана халық, даланы таудан төмен санамалық, төмен бір көкке жетті ол жас жырын, жат қайтқанда жас ақын панамалық. Асқақ бір сезім билеп бойдағайын, азамат олды қалай ойламайын, алтайлық ақын отыр тебіреніп, жерінен айнала бер айналайын. Мақтанет қуанышы мол босаған, қаламат шежірені ол жасаған, маздайды поэзия аспанында, сүмбілі жұлдызындай ол жасаған. А это келістік қой, ешкімде реніш жоқ, никто не обижается. Ну что такое, когда Олжас со стихами выходит? Ну, побойтесь Бога такой. Мы сегодня сажали аллею молодежи в аграрном университете, и там я даже сам посадил, засыпал, по крайней мере, какую-то ямку с елкой. Ель, настоящая была ель. Вот. И не случайно я вспомнил Колпаковского, который первый заложил эту традицию, и мы должны с благодарностью вспоминать, а не только с проклятиями свое прошлое. Потому что у нас такая традиция когда-то сложилась, все прошлое проклято, все настоящее промежуточное, а будущее будет тоже, вероятно, проклято в таком случае. Вот. А в прошлом у нас были здоровые, хорошие, светлые страницы. И в том числе страницы, о которых Юрий Захаров говорил, что мы 120 или сколько там лет назад коканцев громили вместе под Узурнагачом. Была такая очень важная битва, которую мы, к сожалению, не отметили. А эта битва спасла Казахстан в нынешних границах. Коканцев отогнали, они ушли в свой Кокант. Вот, и мы сохранили южные области Казахстана, которые потом вошли в нашу территорию. Вот, об этом не надо забывать, друзья мои. И то, что сейчас ситуация очень такая сложная в мире, вы знаете. Мы в окружении мощных ядерных держав, и Россия, и Китай, и другие соседи у нас неслабенькие есть. И здесь нам очень точную политику надо было выбрать, и мне кажется, мы выбрали такую политику. И здесь я должен добрые слова сказать о политике Назарбаева, который настаивал, просто настаивал о создании Евразийского союза. И вот Евразийский союз, вот буквально через 2-3 года будет подписан. Главный документ. Пока что идет подготовительные какие-то документы, они проходят, таможенный союз, пробные такие шары идут. И очень важно не повторить ошибку Европейского союза в данной ситуации. 20 лет назад, в 1992 году, синхронно развалился Советский Союз и образовался Европейский Союз. Советский Союз развалился на 15 частей. Европейский Союз собрался из 15 государств. И даже вот эта символика, она заставляет нас задуматься.
Потом те европейцы начали делать ошибки. Ошибку за ошибкой. Они пустили политику раньше экономики, не посчитавшись с экономикой. Начали привлекать Европейский Союз только ради того, чтобы увеличить НАТО, территорию НАТО, приблизить к границам России, привлекли до 27 стран в этот союз, беднейших. И это сказалось. Сейчас Европейский Союз разваливается практически. А мы, это вот какая-то интересная логика геополитическая происходит, баланс. Где-то происходит анализ и одновременно синтез, процессы синтеза. Там разваливается один союз, образуется другой союз. Как 20 лет назад. Вот. И мы участники этого всего процесса, и мы должны внимательно наблюдать, как здесь Казахстану быть. Вот. А Казахстан может выжить по-настоящему и стать независимым, добрым или взаимозависимым, скорее, государством, когда будет придерживаться вот этой самой избранной политики, взаимодействия со своим историческим, многовековым союзником и соседом России. Вот. Потому что российский арсенал ядерный сдерживает некоторых претендентов на наши богатства. Казахстан очень богатая страна, вы знаете. И если бы мы потеряли союз с Россией, завтра, там я уже не хочу рассказывать все подробности, они известны вам все, что бы тогда осталось нашему Казахстану. Потому что армия у нас небольшая, руководитель армии у нас, вы сами знаете, рядовой, необученный. Вот. Поэтому отстаивать такую великую страну и с великим государством, великим богатством едва ли нам самим удалось бы. Только в союзе с Россией, не теряя те самые добрые отношения, которые у нас сложились давно. Казахстан сейчас пропагандирует свою толерантность, уже не только декламирует, но он и реально демонстрирует всему миру межэтническое согласие. И это наша главная сила и оружие сейчас. И вот я приехал сюда на съезд, на 4-й съезд религий. Вот. Только Казахстан проводит вот такие съезды. Благодаря вот этим интеграционным акциям мы за 20 лет выбились из глухой какой-то культурной провинции в ряды передовых государств. В этом отношении, не знаю экономически, не знаю там по другим качествам, а вот в этом культурном отношении, проявляя свое радушие, толерантность, стремление к взаимозависимости, мы гораздо ближе к тем идеальным государствам, которые должны быть, которые должны объединить человечество воедино, а не раскалывать их на разные части. Вот и я здесь в записке, меня просили прочесть стихи, которые недавно, по-моему, в 28-й школе я прочел о Бауржане Мамышуле. Май еще не закончился, май – это месяц победы, нашей общей победы, когда дети и студенты должны знать, и зрители, и читатели должны знать, какой вклад
каждый народ сделал общую победу. На Казахстан не упала ни одна бомба немецкая. Ни одна воинская часть германская не зашла в пределы Казахстана. Вот за это только казахи заплатили 350 тысяч жизней. Узнайте, сколько это, много или мало. Англия, которая воевала с 40-го года Германией, она потеряла 200 тысяч человек. Америка на Европейском фронте потеряла 150 тысяч человек. Вместе 350 тысяч. Ровно столько, сколько потеряли вот казахи. Ну а вместе с русскими, украинцами, которые из Казахстана были мобилизованы, это за миллион. Это явно, это, конечно, тяжелая была плата. И люди эти, которые уходили отсюда из аулов на фронт, они воевали честно. И честно отдавали свои жизни. Вот сейчас я был в Москве, там под Ржевом восстановили 10 тысяч фамилий только казахских, этих павших под Ржевом. И написали наш посол Заутбек, нашел средства и написал на гранитной плите вот эти имена. И вот и открывается вот этот музей там, и рядом со школой имени Бауыржана Момышула. Их имена шуршат, как штурмовые флаги. Я спрашивал у Бауыржана, что такое, как ты объяснишь, как вы объясните, что такое? Он сказал, ну что такое? Труднее всего, когда вот стреляют пулеметы, труднее всего встать, подняться и пойти туда. Вот. Атака как потрава. Взбушует дар крота, когда ударит справа чужая высота. Зажмурил рану броском горсти. Вставай, не рано, пора, прости. Прижата пулеметом ноздрями в грязь, мамышевская рота не поднялась. Подался, искорежен твой правый фланг. Нет тяжелее ноши в бою, чем флаг. Погибнуть ведь не то же, что околеть. Вопрос, казалось, легкий, ответ непрост. Ты испытал такое? Вставать с колен. Неведомое счастье, подняться в рост, крылатое мгновение, как взмах пера, талант бойца, умение понять. Пора предчувствовать события, нелегкий дар. Пора ты из укрытия и под удар. Хвосты обмоток, бинтов кора, из черных глоток итог. Пора, пора, пора. Вот и эти стихи я накладываю на нашу историю и думаю, что каждый народ, время придавливает каждый народ, заставляет его быть ниже, ниже, прилечь, прятаться от этих самых косящих очередей, ветров. А потом все-таки надо вставать. Надо вставать с колен, вставать во весь рост. И вот сейчас мы переживаем этот период вставания с колен.
И я хочу, чтобы этот период был ознаменован нашим сознанием, осознанием этого процесса. Молодежи об этом мы должны говорить. И друг другу, и себе. Мы должны вставать с колен. Мы должны встать. Вот. И я буду счастлив, если Казахстан из этой культурной провинции в прошлом выйдет на мировую арену как достойное государство, как достойный народ, который наравне с лучшими народами Земли будет строить общее будущее. Спасибо вам. Вставай, мой зал, что мог, я рассказал. Примите очевидную любовь вашего зала. Вам всем всего доброго.